Салам алейкум, хурмәтле милләттәштәр, һаумыгыз, Здравствуйте, уважаемые сторонники независимого Башкортостана, подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Это основатель, основатель, может быть, сооснователь форума свободных государств пост России. Люди, которые смотрят за этими форумами, наверное, его знают. Я его знаю лично. Это Олег Маголецкий. Олег, добрый день. Добрый день, спасибо за приглашение, Руслан. Рад пообщаться с тобой и с твоими соотечественниками, гражданами будущего независимого Башкортостана. Спасибо, Олег. В основной контингент моего канала это в основном граждане Башкортостана, Татарстана и Центральной Азии. Вот примерно, чтобы ты понимал, да, целевую аудиторию. Ну, и, конечно же, есть и подписчики с разных других стран и так далее. Начнем, наверное, с того, что вот я бы хотел бы спросить, вот как ты, Олег, пришел к идее начать проводить такие форумы вообще, и как вообще к тебе пришла мысль о том, что спасти мир, да, спасти народы России можно только через развал? Спасибо, Руслан, за вопрос. Сделаю небольшую ремарку. До этого прошу прощения, что не смогу говорить на твоем родном языке. Я не владею башкорским, да, к сожалению, пока не владею ни одним тюркским языком, ни татарским, ни казахским, но надеюсь, что получится это изменить, и в один из следующих визитов свободный в Уфу, да, там как столицу, возможно, я знаю, у вас есть разное видение, что может быть столицей Башкортостана, но я смогу хоть частично с тобой и с твоими соотечественниками пообщаться на вашем родном языке. Вот, приложу к этому усилия, пока буду говорить на русском, поскольку понимаю, что для части аудитории это самый релевантный язык для понимания. Если буду делать ошибки на русском, также прошу не судить строго, для меня это тоже не родной язык. Это трофейный язык, который мы используем сейчас как оружие против общего врага, да, который этот язык использовал или использует каждый день для уничтожения вашей нации, да, с максимальной русификацией. То же самое он делал и с Украиной. Собственно, исходя из этого, можно начать ответ на твой вопрос, как возникла идея. У нас общая беда. Да? У нас действительно одна проблема, которая мешает нормально жить людям как в Баймаке, так и в Херсоне, а как в Стерлимаке, так и в Харькове. Она называется Москва, Московия или Россия, по-разному на это можно смотреть, но это империя. Это классическая империя, которая эксплуатирует колонии, целью существования которой есть не прогресс, просветительство, а модернизация, да, потому что, в принципе, в контексте, о котором и ты, и я говорю империя, это исключительно негативный контекст. Но в истории бывали примеры, когда империя могла нести определенный прогресс, да, то есть для части людей, да, не для всех, но были такие примеры. Так вот, российский колониализм всю свою историю, и сейчас в том числе, это не о какой-то модернизации, да, это только о порабощении, о том, чтобы эксплуатировать тех, кого он уже поработил, максимально репрессировать, уничтожать эти народы, нации, регионы и использовать их же в колониальных войнах захватнических. Я формально де юре еще родился в Советском Союзе, но фактически, да, то есть де-факто уже в независимой Украине. Я пошел в школу в независимой Украине, то есть я был человеком, который вырос в свободной независимой стране. И я хотел развивать, я хочу развивать свою страну. У меня, в принципе, и также у многих моих знакомых друзей было к Москве, к России вот нежелание с ними ничего иметь общего. Да? То есть было понимание, что лучше не трогать то, что так плохо пахнет, да, потому что руки замораешь. Вот хотелось быть отдельно заниматься. Мы страна, которая имеет Украину, да, колониальная, украинский спадок на русском это бремя, да, то есть у нас много проблем, связанных в нашей стране, как раз с тем, что мы не имели 300 лет, чуть-чуть меньше, да, с небольшими перерывами своей государственности. То есть у нас была уничтожена наша интеллектуальная элита, аристократия, у нас было внедрено много комплексов, да, вот тот же комплекс Москвы младшего брата, меньшевартости, который навязывает и башкортам, и татарам, да, как есть титульный главный русский народ, а все остальные это народы, которые часть русских.
И вот с этим всем нужно было бороться, разруха экономическая, да, потому что нашу экономику сделали частью вот этой колониальной экономики, когда в Украине, рассказывают, в Советском Союзе было производство, да, там супер, там куча заводов, но эти заводы производили то, что не нужно людям, они производили оружие, да, которое, опять же, нужно для войны там 60-х, 70-х годов, для Третьей мировой войны. И вот мой посыл был развивать свою страну и ничего не иметь общего с Москвой. У нас в 20-х годах был так зване українське відродження, да, оно, к сожалению, стало расстрелянным відродженням, то есть расстрелянным возрождением. Это все, кого расстреляли, убили, заставили сделать самоубийство, большевики, россияне в 30-х годах. И один из представителей этого украинского ренессанса, он сделал лозунг «Прочь от Москвы», «Геть від Москвы». Да? То есть в значении культурном, моральном, цивилизационном я старался жить по тем же ну, как бы, в том же направлении. Но не смог, потому что Москва, мало того, что экономически, торгово, политически вмешивала в жизнь моей страны, навязала нам президента-бандита, да, который расстреливал людей в центре города, который хотел превратить мою страну в зону, да, ну потому что он сам зэк, он сам советский человек и хотел, чтобы все было по понятиям. Нам пришлось силой, кровью, да, к сожалению, около сотни людей погибло, многие получили ранения, которые сделали их калеками, да, потому что стреляли специально в хребет, стреляли людям, да, там в позвоночник стреляли людям в ноги. Но мы смогли выгнать этого ставленника Москвы. И вместо того, чтобы как-то пройти катарсис этой большой травмы и очень сложной революции, которая у нас была национальная в 2013-2014 году, Москва начала против Украины открытую войну. Она начала с аннексии Крыма, она начала с того, что захватила наши города в Донецкой, Луганской области, то, что сначала использовала своих прокси, да, то есть агентуру и спецслужбы, такие как Гиркин, мы знаем, который публично сказал, это я начал войну и нажал спусковой пусковой, как он будет на русском, забыл. В общем, потом ввели своих псковских десантников, которые сначала рассказывали, что они заблудились и расстреляли наших солдат в Иловайске, хотя президент так званой этой Российской Федерации дал согласие на зеленый коридор и так далее. Вот они уже вели 8 лет войну против моей страны, а с 24 февраля 2022 года начали полномасштабное вторжение во всю страну, да, то есть с ударами ракетными по всей территории страны. И если даже хочешь быть прочь от Москвы, ты не можешь. И я, опять же, как человек, который интересуется историей, да, там, геополитикой, географией, понимая, что есть на самом деле Россия, я понял, что свобода и независимость моей страны не отделимы от свободы и независимости тех наций и тех регионов, которые еще порабощены Москвой. Для того, чтобы Украина могла быть независимой страной и заниматься своими делами, да, потому что я хочу прилететь в гости в Башкортостан или в Ичкерию или в Сибирь, но в первую очередь я хочу жить в мирной своей стране. Так для того, чтобы к вам приехать в гости и мирно жить в своей стране, нужно, чтобы вы, как порабощенные нации, да, регионы тоже стали свободными. Когда вы будете свободными и порабощенными, в Москве не будет ресурса ни экономического, ни человеческого, ни политического для того, чтобы и порабощать дальше вас, и стараться поработить Украину, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Финляндию. Соответственно, я понимаю, что союзники моего государства — это независимый Башкортостан, независимый Татарстан, независимая Хакасия, независимая Ингрия, Смоландия и так далее. Когда я начал анализировать, есть ли уже что-то, да, что может помочь ускорить этот процесс, потому что он, в принципе, предопределен исторически. Россия, как и все империи, падет. Это безальтернативно. Но для нас и для вас, поскольку башкортов русифицируют, поскольку ваших людей отправляют на войну убивать украинцев, а население Башкортостана, да, я против, это имперское, действительно, конечно, малые народы. Башкорты и башкортостанцы, да, это даже не малочисленные народы, да, то есть вы полноценная политическая нация. Субъект, но население у вас не как у урду, да, там, или у ханьцев, у вас не 500 миллионов, да, и потеря, ну, кроме того, что каждая человеческая жизнь — это ценность, потеря для башкортов 1000, 2, 10 тысяч людей — это неисполнимая потеря, да, так же, как и для моей нации. Соответственно, для нас важно, когда этот процесс произойдет. Соответственно, нужно, чтобы были инструменты ускорения, исторически предопределенной деколонизации, и очень важно, что будет после, потому что мы-то можем
и мы это сделаем, да, мы покончим с этой империей. Но нужно изначально закладывать фундамент, чтобы новые государства, которые возникнут, они были экономически, политически успешными, чтобы Москва не смогла ни какими-то инструментами мягкой силы, да, своей пропаганды, ностальгии про былом величии и прочие чуши, или силовым путем, как вот они сейчас стараются сделать с Украиной, навязать потом очередную рефедерализацию, возобновление империи, прекрасную Россию будущего, бла-бла-бла. Соответственно, очень важно, чтобы вот реконструкция независимых государств построссийского пространства, по сути, такие массовые планы Маршалла, индивидуальные, да, для Башкортостана, Татарстана, Сибири, Урала, опять же, Бурятии, Саха, они были заложены с самого начала, чтобы партнеры во всем свободном мире, да, там от Токио до Вашингтона, от Брюсселя до Анкары, знали, что не нужно смотреть на независимое государство через призму Москвы, да, вот, к сожалению, как было после падения Советского Союза, развала, да, все смотрели, называли постсоветское пространство, и любое взаимодействие, к примеру, с Саакартвело, Арменией, Беларусью, Украиной, Молдовой шло через Москву, не только политически, не только медиа, где основные все газеты, журналы международные были там, но и экономически. Все штаб-квартиры ключевых транснациональных компаний и подотчетность была через Москву. Хотя, опять же, украинский офис мог бы быть взаимодействовать и белорусский с польским, да, молдовский с румынским, а казахский и туркменский там с турецким, например, да, чтобы было намного более логично. Так вот, мое видение в том, чтобы не повторить эту ошибку, уже нужно сейчас, чтобы во всех ключевых мировых столицах знали, что не нужно общаться через Москву, она не должна быть посредником, должны быть прямые связи. И когда я начал мониторить в 2022 году, уже когда началась полномасштабная война, я увидел, что нет такого ресурса. Если его нет, значит его нужно создать. И вот в процессе появилась у меня идея создания платформы Free Nation Post Russia Forum, да, который работает как для организации публичных мероприятий, для установления прямых связей с политическим, экономическим, дипломатическим эстаблишментом стран свободного мира, так и в формате аналитического центра и информационного портала каждый день. Вот если не очень длительная история, то где-то так. Тогда у меня такой вопрос. Вот ты же прекрасно понимаешь, да, что Россия, даже если все национальные республики отделить, это все равно будет огромный монстр. Вот просто без национальных республик Россия это будет все равно большая. А уже сейчас некоторые так называемые московская оппозиция, я ее называю, да, потому что они практически все москвоцентричные, высказываются о том, что вот, ну, мы можем отпустить Ичкерию, Ингушетию, Тыву. И они прекрасно понимают, что эти национальные республики, они их не могут переварить. Потому что они моноэтничны, у них сильное национальное самосознание, они находятся на окраинах, они не хотят перевариваться, не хотят ассимилироваться. И для них было бы, наверное, благом отпустить даже вот Ингушетию, Дагестан, вообще, возможно, весь Кавказ, ну, все национальные республики, Тыву, допустим, да. Но и мы понимаем, что если даже они отпустят эти национальные республики, Россия ничего не потеряет. Даже, наоборот, приобретет. То есть, лишившись такого населения, которое не хочет ассимилироваться. Но вот если, ну, это мнение некоторых, скажем, экспертов, и мое такое мнение, что если отделится Башкортостан, Татарстан и вообще республики Поволжья, то тогда Россия обречена, и она сразу развалится, расколется. Особенно вот по Уралу и все. Вот твое мнение как по этому поводу? Если бы я был русским имперцем-националистом, я бы вот говорил, как ты сказал. Да, то есть мы большие, настоящие русские демократы, вот Ичкерия или Тыва хотят быть свободны. Я дарю свободу, да, как царь, потому что они заинтересованы совсем в другом. Им необходим как раз Башкортостан, Татарстан, Сибирь. Им нужны колонии, которые приносят им главный ресурс. Да? Нефть, газ, там, Саха, уран и алмазы с Бурятией. Поэтому с их точки зрения, да, с этих москвичей, псевдолибералов, псевдооппозиционеров, им нужно понимать, что это никакая не оппозиция. Да? Поэтому и ты, и я часто делаем ремарку, чтобы наши и внутри люди, которые живут в так званой Российской Федерации, называемой, да, и вне ее, чтобы они не понимали, что это оппозиция или либералы, им нужно сохранить
это чекисты, они хотят сохранить империю. И действительно, Башкортостан — это одна из иголок, да, которая бьет в сердце и ломает хребет, да, позвоночник, я прошу прощения, позвоночник этой империи. Потому что фактически тогда логичным становится каскадный эффект, что если Башкортостан это делает Татарстан, это делает Чувашия, это разделяет до Урала и за Урал. Ну, Сибири не нужна Москва, да, то есть зачем Москве и Сибирь, мы понимаем. Но зачем людям Красноярске, Новосибирске, Москва? Ну, для чего? Ну, абсолютно им нет никакой причины. Русский язык, ну, буду себе пользоваться русским языком. Для этого не нужно быть в одной стране с Москвой. Поэтому для того, чтобы дать правильный ответ на твой вопрос, нужно поставить правильный вопрос. Что значит не отпустим или отпустим? Вы кто такие? Значит, кого вы будете отпускать? Да? То есть вопрос есть отдельные нации, отдельный регион. Да, так получилось, что они были вами порабощены. Но у вас нет никакого права отпускать или не отпускать. Это как они также самые умные и самые хитрые с этих псевдолиберальных, псевдооппозиционеров, да, московоцентричных, говорят, ну, мы, может быть, проведем референдум. И вот если за результатами референдума большинство скажет, что мы хотим выйти, мы, может, подумаем и выпустим, да, вот как про Башкортостан они говорят. И мне кажется, очень верно ты апеллируешь. А был референдум о вхождении Башкортостана в состав Российской Федерации, да, ну как минимум, чтобы был референдум о выходе. И опять же, если люди 30 лет поддавались с каждого утюга колоссальной пропаганде, да, рассказывая про этот единый неделимый народ, про великую Россию, когда медийно, да, не было невозможности показать и рассказать людям о преимуществах независимости, а, к сожалению, из-за бедности, которая есть, мало кто имеет возможность выехать и посмотреть, как живут независимые государства, да, и не нужно искать далекий пример. Есть независимые тюркские страны, которые были под гнетом Москвы и сейчас живут свободными, да, и это Азербайджан очень близкий пример. Да, к сожалению, там авторитарный режим, там есть свои проблемы, но в любом случае можно посмотреть, как живет Дагестан и как живет Азербайджан, да, то есть это очень близкий пример, как быть с империей и быть вне империи всего 30 лет. Также можно посмотреть, это не тюркский народ, но в любом случае тоже очень релевантный пример, как живет Эстония независимая и как живет Псковская область. Да? То есть одна география, да, то есть совсем недалеко находится, плюс-минус размер. Но за 30 лет, когда люди независимые, когда они занимаются строением, созданием своего государства, а не войной где-то в Сирии, в Мали, в Украине, да, то есть те актами, всем остальным, все получается. Да, то есть это все возможно. Несостоятельные, не готовы к независимости. Это все то же самое, что они говорили о Литве, Латвии, Эстонии 30 лет назад. Да, вот можно просто открыть эти заявления, это то же самое. Поэтому, ну, мой совет, вообще не слушайте. Какая разница, что думает Ходорковский, Навальный и так далее. Будущее Башкортостана — это дело башкортов, ну, и людей, которые живут, да, потому что у вас правильный концепт, вы строить политическую нацию, да, то есть которая будет включать этнический фактор, но он не будет доминировать. Так же самое, будущее Саха, Бурятии, будущее Татарстана, Мари Эл, Эрзян Мастер, Коми, это не то, что должны говорить или советовать москвичи, какой вам проводить референдум или не проводить. Это вообще не их дело. Хотите себе проводить референдум? Пожалуйста. Золотое кольцо. Решайте себе. Федерация Залесья, Московская республика, еще что-нибудь, да, но вы никакого отношения к Башкортостану не имеете. Но мне кажется, вот в этом суть. Но если мы уж перешли тогда к московской оппозиции, еще раз зрителям напомню, что почему московская оппозиция, потому что все эти выходы из Москвы, как правило, и даже если те, кто жили в регионах, таких как, допустим, Леонид Волков там в Екатеринбурге, то он уже забыл о своей малой родине, и уже он переехал после этого в Москву, делал там карьеру. Там они состоялись. И поэтому для них Москва это, конечно, центр. Вот, последнее заявление Юлии Навальной, жены печально известного оппозиционера Алексея Навального, который говорил о том, что Крым не бутерброд, который называл грузин грызунами, вот, который участвовал в русских маршах. Она заявила о том, что национальное движение, деколонизаторы, и она ставит нас в кавычках, что мы не имеем никаких программ, что никто эти программы не видел, что мы мечтаем разделить Россию, единую, как она говорит, Россию на 10 маленьких и безопасных государств.
что, ну, то есть мы ничего из себя не представляем, то есть что у нас общий бэкграунд, что у нас общий там культурный контекст. Вот что ты скажешь по этому поводу? До этого, до нее высказывались подобным образом и Ходорковский, и Милов, там, и Певчих. К сожалению, это все ожидаемо, да, то есть ее речь это, мне кажется, благо, что эти люди не имеют хитрости, да, и какого-то чуйки, вот как было у большевиков, к примеру, да, они понимали, что когда рушится все, да, и когда есть порабощенные нации, если их сделать союзниками, ты можешь от этого выиграть, да, и вот есть один наш с тобой знакомый представитель этой позиции, который это немножко понимает и старается лавировать где-то. К счастью, ни у Юлии Навальной, ни у Михаила Ходорковского нет этого, нет этой, ну, мозгов, ну, на самом деле, потому что вместо того, чтобы сделать людей, которые выступают за независимость Башкортостана, Татарстана, Сахи, как минимум для них ситуативными союзниками, да, показывать сейчас, что мы супердемократы, как Ельцин, берите суверенитета сколько захотите, да, рассказывать, что вот мы прекрасная Россия будущего, это будет действительно федерация, не будет решаться в Москве, мы перенесем столицу, все вопросы будут как вот в Соединенных Штатах Америки, да, например, это же настоящая федерация, или Бразилия, или Индия, решается 95%, кроме обороны и внешней политики, на локальном уровне, да, то есть если бы я был, опять же, чекистом из фаланги хороших русских, да, псевдооппозиционеров, я бы сейчас ходил, братался, Руслан, я приглашал бы в Белый дом и на встречу с Шольцем вместе с, где там встречалась Юлия Навальная, говорю, смотрите, я же не только про себя, вот, порабощенной нации, мы, настоящие демократы России, поможем им вернуть свою самобытность, культуру, язык, настоящие демократы. Нет, они не такие, и это хорошо. То есть они не носят масок, они не играют в эту политику, они четко демонстрируют, что они имперцы, и что никакой разницы между ними и Путиным нет. Вообще никакой нет. Да? То есть единственное, в чем они не сходятся с ним, ну типа не сходятся, потому что мы же знаем, что все они созданы на Лубянке. Да? То есть там вопрос только они курируется ФСБ или курируется службой внешней разведки или бывшим ГРУ, да, который сейчас главное управление службы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Все. То есть только вопрос, где сидит товарищ майор Куратор. Это все чекисты. Соответственно, прекрасно, что они не играют роль демократов. По поводу самого заявления, ты сделал прекрасное видео, да, Инезор Арзянского народа сделал видео. Раиса Зубарева, представительница движения за независимость Саха, также прекрасно прокомментировала, много других комментаторов. Со своей стороны я бы хотел добавить небольшой аспект. Уже все, что вы сказали, это то, где сказала эту речь Юлия Навальная. Да, мы не будем даже комментировать, что у самой так званой порабощенной псевдооппозиции никаких планов реальных нет, в отличие, да, от вашего башкирского национального движения, в отличие от движения Саха, Бурят. У вас есть, мы видим сейчас на стриме карту с кантонами вашего будущего государства. Я знаю, что вы прорабатывали дизайн банкнот, я знаю, что вы прорабатывали валютные вопросы, вопросы таможни, вопросы экономические, социальные и так далее. Да? То есть это все есть. Конечно, они про это не знают, потому что не то, что неинтересно, они даже настолько примитивно банальны, что даже не загуглили, чтобы посмотреть, правда это или нет. Да? То есть у них другая планета. Так вот, все то, что сказано, это чушь. Что интересно, где это сказано? Город Блед, мне, к счастью, посчастливилось там было, это Словения. Так вот, Словения – это первая из стран, которая вышла с прекрасной Югославии будущего или прошлого, да, не захотела строить после смерти Тита и во время тех событий, которые там происходили, какую-то новую Югославию. Словения решила стать независимой, хотя танки сербские очень недолго, но были там, да, и только благодаря упорству и стойкости словенцы смогли не повторить ту историю, которая была потом в Хорватии, которая была в Боснии, да, то есть это, наверное, помогло в определенной мере помощь европейских друзей, хотя, опять же, в Словении очень интересно, если почитать, что говорили итальянцы и австрийцы, их политики за год до того, как Словения стала независимой, они говорили, вы что, какая независимая Словения, Югославия, Сербия, братушки, мы не примем, возле нас возникнет какая-то непонятная Словения, как так может быть? Так вот, она говорит эти слова в Словении, которая до 91 года как независимое отдельное государство в принципе не существовало, да, то есть в истории, в отличие, например, от Хорватии. Та же история, кстати, с Эстонией, да, то есть Эстония до 1918 года, как вот отдельная общность, в принципе, эстонцы не имели своего государства.
И ничего страшного, да. С 91 года Словения не просто мирная, успешная страна, это одна из самых динамичных и развитых стран Европы, которая по ВВП опережает не только остальные государства так званого Варшавского пакта, договора, которые были, по сути, да, полуколониями Советского Союза и в зоне его влияния. Она уже за ВВП опережает Португалию, она опережает Грецию, она на уровне фактически находится с Италией и Испанией, а с некоторыми регионами Италии и Испании, потому что в Италии и Испании тоже есть достаточно большая разница между севером и югом, да, между там промышленными и более сельскими регионами, она также уже их опережает за 30 лет. И ничего страшного, что Словения до этого не была независимой. Ничего страшного, что это государство с 2 миллионами людей. И да, много маленьких комфортных государств – это безопасность не только для мира и соседей, но и для этих людей. Потому что словенцы, в отличие, к примеру, от сербов, не умирали потом в Косово, да, не устраивали геноцид в Сребренице. Они себе жили и строили свое государство. И теперь мы можем с тобой зайти в магазин, неважно где, да, в Литве, в Украине, в Любляне, и купить холодильник горения, да, или купить таблетки КРК. А что мы можем купить, например, в Любляне, произведенного в Смоленске, да, или произведенного в Туле? Что мы сможем купить? Ничего, потому что они производят только уныние, оружие и смерть, да, ничего более. Поэтому сам факт, где она говорит эту чушь, он тоже очень четко демонстрирует, насколько этот человек живет на другой планете. Ну, и не понимает ничего, потому что история Югославии, она также очень показательна и поучительна. И уроки демонтажа Югославии необходимо учесть, потому что он был бы успешным, если бы не один фактор. Если бы, в первую очередь, это касается Франции и Германии, Франции и Британии, они поддерживали Сербию. Они верили вот этот, ну, все-таки, это же главный народ, у нее есть зона интереса, давайте позволим им забрать чуть-чуть Хорватии, чуть-чуть Боснии, и получилась вот та история с войной. Если бы Сербию изначально сказали: ребята, вот есть граница Сербии, все, переступите, ну, будем говорить по-другому. Не было бы Сребреницы, не было бы войны, да, то есть ни в Боснии, ни в Хорватии. С Милошем не нужно было бы бомбить Белград в 99 году, потому что если бы в 91 году сказали Белграду, да, что оставайтесь там, где вы будете, то все бы быстро закончилось. И вот это тот же урок, который нельзя эту ошибку повторить с Москвой. То есть четко, кто бы ни был в Москве, там же какая-то государственность будет, да, то есть я очень сомневаюсь, кстати, что это вся прекрасная Россия будущего братья, да, назовем так корректно, вернется в Москву. Я думаю, они там многие останутся в Вашингтонах, в Прагах и в Берлинах сидеть. Но кто с них вернется, то они должны четко понимать, только они переступят границу, да, там Московской республики или Федерации Залесья с Ингрией, с Коми, если у них это будет граница, не знаю, там с Татарстаном, с Калмыкией, с Кубанем, с Доном, с кем бы там у них не будет эта граница, все, они получают полную торгово-экономическую блокаду и при необходимости получают внешнюю интервенцию. Причем эта интервенция, мне кажется, должна быть как со стран там ЕС, так и с новых государств построссийского пространства, потому что чтобы московиты не пришли через 10, 20 или как в Украину 30 лет, да, после вашей независимости, если они начнут рыпаться где-то в условную, ну, к примеру, да, там условную федерацию Поволжья, нужно идти туда и там их останавливать, потому что мы видели, как было после Советского Союза. Если бы Москву и Ельцина остановили в Ичкерии в 94 году, не было бы ни войны в Саакартвело, не было бы ни Сирии, не было бы ни геноцида ичкерийцев, не было бы ни сейчас войны в Украине. Их нужно останавливать сразу. Ты, как Олег, историк, хорошо знаешь, и я, в принципе, тоже неплохо знаю. Мы знаем, что Российская империя, она начала разваливаться, от нее отошли Польша, Финляндия, страны Балтии, которые потом вновь СССР оккупировал. После развала СССР отделилось еще 15 стран. Это исторический процесс распада или нет? Он будет распадаться в любом случае. Потому что, я просто к чему сейчас дополню, потому что когда западные политики не хотели распада СССР, мы помним, да, в Киев Джордж Буш говорил. Сейчас я не вижу особого желания или горения, как западные политики хотели развалы. Хотят они его. И не понимают, что это исторический процесс или как? Здесь нужно учесть фактор, что бюрократия и дипломатия во всех странах мира и в свободных цивилизованных это тоже
очень инертная вещь. Да? То есть там часто сидят клерки, которые думают, что лишь бы ничего-то не случилось, лишь бы мне потом за это не прилетело там, от начальника или в Твиттере, или от журналистов. Поэтому пускай будет все как есть. Вот статус-кво нужно сохранить. Да? И по-другому мыслят исключительные люди. Это визионеры. Да? Но таких немного. Да? Если мы там вспомним... 20 век таких людей, ну, там, Черчилль, Рузвельт, Трумэн, возможно, Рейган, Маргарет Тэтчер, это на весь мир, понимаешь? Поэтому то, что они так на это смотрят, это естественно. Вопрос наш показать, что, ребят, хотите вы этого или нет, нравится, не нравится, империя развалится, да, как было с Советским Союзом. Джордж Буш-старший мог 300 раз приехать в Киев, рассказать эту речь, но через 3 недели ЧП и все, да, Советский Союз коллапс. То же самое было с Литвой. Наши с собой общие знакомые, которые просили и ездили в Вашингтон на поддержке признания, даже не признания независимости, а возобновления независимости Литвы, да, потому что Соединенные Штаты Америки не признавали аннексию в 40-го года и считали, что это оккупированные страны. Так вот, администрация Джорджа Буша-старшего, а это были республиканцы, причем республиканцы правильного порядка, да, не сумасшедшие формата мага, да, а люди там администрации Рейгана, и то у них, которые до этого 40 лет были в холодной войне с Советским Союзом, ну, вроде бы, кто бы, как не они, желали бы, да, демонтажа Советской империи. И вот наши литовские друзья, да, там будущие президенты, депутаты, кто были на этой встрече, говорят, что им в Белом доме, в овальном кабинете сказали: вы что? Какая независимая Литва? Это в 90-м году в конце, да, то есть менее чем за год до конца Советского Союза. Вот же есть прекрасный Горбачев. Он же вам свободу принесет. Будет прекрасный Советский Союз будущего. Зачем вам независимость? Это то же самое. Вот люди тоже наши общие друзья Соединенных Штатов, кто в 80-х годах способствовал, да, обретению независимости для так званых советских республик, сейчас помогает будущим независимым государствам после российского просвета, говорят, ничего не поменялось. Вот реально нет ни понимания, ни видения. И наше задание, почему, собственно, существует платформа, и почему мы как платформа Free Nation Post-Russian Forum проводим мероприятия в разных странах мира, это для того, чтобы познакомить их политиков, дипломатов с тем, что, во-первых, будет по-другому, да, будут независимые государства, эта империя упадет. Во-вторых, это адекватные люди, потому что Москва рассказывает всему миру. Да, она рассказывает: ой, если мы уйдем с Кавказа или с Волги, там будут одни Эмираты, Талибаны и ИГИЛы, а если мы не будем иметь колонии Сибирь, то ядерное оружие распространится по всему миру, бла-бла-бла, вот это вся чушь. И здесь приезжают, да, там в Токио, неважно, в Берлин, в Рим, представители национально-освободительных движений, да, и региональных антиколониальных. Говорят: смотрите, вот я представитель башкорского или татарского народа. Мы хотим независимость, мы будем нормальной страной. Нам не нужно ядерное оружие. Мы готовы будем с вами торговать. Да? Вот для Германии, для Австрии важно иметь там нефть и газ, или для Венгрии, или для Словакии. Смотрите, мы только за. Мы же можем ее производить через там свободную независимую Ингрию или Смоландию. Будете трубопровод, будем платить за транзит, и вы будете получать свою нефть. Но без ядерной дубинки, без вмешательства в ваши выборы, без новичка, который мы рассыпаем, да, там, без компроматов на ваших политиков и так далее. И люди, видя, знакомятся и смотрят на это по-другому. Поэтому вот это вот взаимодействие и в правильном понимании промоция, да, промоушен того, что нужно уже сейчас готовиться. Более того, если к этому подойти проактивно и правильно, то независимый Башкортостан будет выгоден, да, в правильном понимании этого слова, не только для башкортов, потому что люди станут свободными и получат возможность жить в богатой, комфортной, нормальной стране, а не в колонии Москвы, но это будет выгодно и другим странам мира, потому что вместо сумасшедшей ядерной Московской империи возникнет 10, 20, 30, 40 нормальных, адекватных, независимых государств. И да, окей, если даже часть из них будет не супер успешными или ультра авторитарными, типа как Туркменистан, в любом случае, то, что Туркменистан специфическая, да, скажем так, страна, от этого страдают только туркмены. Да, это плохо, хотелось бы, чтобы у них было лучше, но Туркменистан не направляет свои войска оккупировать, я не знаю, там Иран, Азербайджан, Турцию или Узбекистан. Нет, ну, то есть это уже внутреннее дело. Поэтому с этой целью и нужно говорить, нужно объяснять, потому что 300 лет московская пропаганда внушала всему миру, не только внутри своих, да, то есть порабощенных наций, регионов, но и всему миру, что мы вот такой монолит, и мы единственное решение всех ваших проблем на территории Северной Евразии. И они же это делали
не только долго, но и масштабно. Они каждый год тратили в эквиваленте, сейчас мы видим эти суммы, миллиарды долларов на вот эту пропаганду. Поэтому есть Russia Today, Спутник, которые вещают не только на английском языке, на испанском, на арабском, по-моему, на китайском, на немецком. Да? То есть это и реальные инструменты пропаганды. Они проплачивают университетских профессоров в Еле и в Кембридже. Они подкупают евродепутатов, да, и не только с Латвии, вот как было недавно, да, известно там так званых, ну, этнических русских, но и во всем мире. То есть это гидра, которая умеет использовать слабости свободного мира в своих интересах. И мы должны показать, что есть альтернатива. И в этой альтернативе заинтересованы не только каждое будущее независимое государство построссийских пространств, но и вы заинтересованы. Потому что когда Москва перестанет быть имперской столицей, а станет нормальным, культурным, цивилизационным, туристическим, финансовым центром, да, вот как, к примеру, есть Стамбул, да, или Вена. Два этих города это были 500 лет имперские центры, да, и тоже очень жестокие, потому что, конечно, Османская империя, любая империя лучше, чем московская, но также для части порабощенных людей, которые жили, Османская империя не была медом, да, так же, как и Австро-Венгерская. Но сейчас и Стамбул, и Вена это цивилизованные города, да, то есть там не чекисты правят, да, туда можно приехать в Стамбуле котиков поняшкать, а в Вене кофе попить, да, а не как в Москву. Поэтому пока Москва имперский центр, она угрожает не только всем, кто внутри порабощенным нациям, регионам, но и всему миру. Поэтому Московия де Ландес, с ней нужно покончить. Вот как про Карфаген говорил один римский известный человек, мы так должны всему миру внести. Каждая речь, каждое дело, каждое обсуждение должно заканчиваться тем, что Кремль должен быть уничтожен. Я имею в виду не физически, да, как культурная дестинация, память, ну ясно, что это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, а метафорически, как имперский центр. Вот я хотел бы, знаешь, о чем сказать? Когда ты говоришь вот о Литве, то есть литовцы, они опирались на свое прошлое, на свою борьбу за свою независимость, которую они вели. Мы все знаем про лесных братьев. То же самое, я знаю, что и украинцы очень долго сопротивлялись, все знают об УПА. И я знаю даже, что ты сам, то есть и твой отец были участниками вот 2014 года, да, на Майдане событий, когда защищали независимость, незалежность Украины. И мы знаем, что буквально полгода назад в Республике Татарстан прошли баймакские события, когда несколько тысяч человек вышло в защиту одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсынова, и сейчас арестовали многих. И многих это повергло в уныние. И я, допустим, для себя сравниваю вот эти события, немножко очень они перекликаются с событиями в Алма-Ате 1986 года, когда точно так же казахская молодежь вышла против этого вот назначения, да, вот это Колбина. Их также обвиняли там националистами, называли наркоманами и так далее. Многих пересажали, кого-то расстреляли. Но опираясь на эти события, потом в 1991 году именно Казахстан вдохнул воздух свободы, жажду свободы и независимости в свою молодежь, и они как бы Казахстан попер. И вот ты как человек, я могу тебя назвать украинским националистом? Я считаю, что в украинском, поскольку у нас уже есть национальное государство, да, то есть нет смысла быть националистом. Националист ты можешь, пока твоего государства не существует, да, то есть если бы Украина была оккупирована, я бы был националистом. Поэтому мне нет необходимости быть националистом в своем национальном государстве. Ну, хорошо, ты По можешь принципу либерал, тогда но не вот псевдолиберал. сказать нашим башкирам, которые сегодня вот переживают вот эту вот оккупацию, переживают вот эти репрессии, ну вот что-то передать им? Опять же, прошу прощения, что буду говорить на трофейном языке. Постараюсь, опять же, какой-то следующей нашей вещи сказать несколько слов на башкорском. Что я вам советую? Мы это тоже проходили. Это проходила Литва, это проходила Эстония, это проходила Финляндия, Казахстан. Ничего нового нет под солнцем. Вы победите. Да? На вашей стороне правда и история. Как бы мне казалось все сложно, что вот нет никакого выхода, никогда не закончится эта оккупация Москвы, что она будет постоянно эксплуатировать ваши земли, стараться уничтожить ваши сакральные места, да, как было в событиях 2018 года, будет сажать, убивать ваших
активистов, которые и экологически, и политически, и экономически выступают за благо своего народа, нет, это закончится. Они не вечны, да, то есть это естественный процесс, и нужно иметь веру, терпение и быть стойким. Всегда самая темная ночь перед восходом солнца. Мы очень недалеко от этого восхода. Да? Сейчас кажется, что... Ну, я вот в Украине, в Киеве, да, и у нас фактически каждый день не просто тревоги, да, а удары ракетные. К сожалению, эта империя 30 лет мы независимы, она только на этой неделе в Полтаве, в Львове уничтожила целые семьи, уничтожила сотни людей. Это не на линии фронта они убивают, опять же, да, тоже там наши сотни солдат со всей Украины. Но даже в мирные города, Львов находится на западе нашей страны, там всего лишь 100 километров до границы с Европейским Союзом и НАТО. Семья одного человека, отец потерял жену и 3 дочерей, да, вот, потому что эти ракеты, которые летели из Москвы, уничтожили его и дом, и семью. Мы тоже это все переживаем, но мы понимаем, что мы победим. Потому что у нас нет выбора, да, то есть или нас будут физически уничтожить, опять у нас будет то, что знает и Башкортостан, голод, искусственный голод, который делала Москва, голодомор в 30-х годах, да, репрессии, русификация, отправление в Сибирь. Мы понимаем, они этого не скрывают, да, то есть они хотят уничтожить вашу нацию и также самую нацию, нашу, но они не смогут. Мы победим, и вы победите, и мы постараемся со своей стороны сделать, потому что мы с вами союзники, и наша свобода, как я говорил изначально, и ваша свобода, они связаны. Да, потому что будете вы свободны, значит будем мы свободны. И наша свобода дает и вам шанс. Поэтому нужно держаться. Нужно, Руслан, то, о чем ты правильно делаешь. Ты говоришь, что пускай каждый делает то, что может, да, на своем участке. Кто-то готов к активному сопротивлению, пускай занимается им. Кто-то готов к информационной работе, пускай делает ее. Кто-то готов просто на кухне сказать, что я поддерживаю свободный Башкортостан, да, и быть конформистом. Сейчас и этого достаточно. Не покупать московскую продукцию, стараться говорить на своем языке, растить детей правильно, да, чтобы та вот пропаганда, которая в школе им навязывается, они понимали, что это оккупационный режим, ложь, и это временно. То есть каждый, то, на что готов, должен этот маленький камешек складывать в одно общее большое дело. И мы придем к этой точке бифуркации, да, к тому, когда эта дамба треснет, ее зальет потопом. Им все вернется со столицей, все то горе и ту боль, которую Москва принесла. И у вас в вашей стране большая история тоже борьбы с свободой. Да? У вас есть национальные ваши герои, у вас есть эта преемственность, украинскую мову тяглись, свобода, как и в Литве, и Украины. Есть Салават Юлаев, да? Есть Заки Валиди. Соответственно, у вас есть тоже этот бэкграунд, на который вы построите свое успешное, современное, независимое не только государство, но и общество. Но даже если бы этого не было, к примеру, да, то есть есть вот опыт, как ты в Финляндии, Польши, Украины, Литвы, для некоторых стран пост-России может быть примером Сингапур. Никогда не существовало независимого Сингапура, да, до 64 или 5 года, но с 3 разных наций построили сейчас одно из самых богатых и успешных новых государств мира. Да, и таких примеров можно назвать очень много. Вам повезло, у вас есть, вам не повезло, то есть вы дети этого бэкграунда, да, вы продолжите дело своих прапрапрадедов и будете свободными. Но даже если те какие-то насмотрят нации, которых нет такого бэкграунда мощного, как у башкортов или татар, то у них все равно есть возможности, потому что мы не можем изменить прошлое. К сожалению, мы бы с радостью, наверное, с тобой вернулись в 1918 год. Ты бы сказал несколько слов башкортам, которые поддержали большевиков. Я бы сказал Скоропадскому, нашему лидеру, нужно делать как Маннергейм, да, там, и Петлюре сказал бы Свиниченко. Мы не можем этого сделать, но мы можем сделать так, чтобы в 2025, 2026, 2027, в 2030 году, когда это не будет, был прямой рейс Уфа, Харьков, да, и можно было там или Киев, Львов, сесть, приехать друг к другу в гости, погулять по столице или по городам прекрасного Зауралья башкортостанского и наслаждаться
нормальной жизнью, растить детей, да, там, заниматься развитием своей страны, а Москва для нас там превратится, не знаю, в какой-то анекдот, да, там, ну, можно будет посмеяться и вспомнить плохое, которое со временем должно ну, более так все-таки забыться, да, потому что нельзя им позволять и нашу память забирать, да, то есть мы должны жить своим будущим. И Московия the land est. Мы опять должны сделать Московию маленькой. Make Moscow small again. Вот пускай они любят очень карты, эти все расисты, пускай откроют карту Московского княжества, да, там, 1471 года и увидят границы своей прекрасной России будущей. На этой оптимистической ноте закончим наш эфир. Спасибо большое, Олег. Это очень классный стрим, классное интервью. Будем общаться, буду тебя также приглашать, приглашай меня. Будем участвовать в твоих форумах. Спасибо. До встречи.